улье будет зимовать очень плохо семья. Во-первых, видите, какой литок? И для лета тоже это, для медосбора это тоже неудобно. Посмотрите, где он расположен и какой литок. Вот посмотрите, здесь рамки кончаются. Здесь. И куда пчела идет? Ну, Если... опять хорошо мыши. Тихо, никогда не залазят. Мы слушаем сейчас первушно. Если вот наши пчелы, наши среднеустные, начинается главный медосбор, они бурно берут взяток и идут такой большой струей, если эта семья хорошая, семья здоровая. В этот литок они будут стоять в очередь. И здесь будет в очередь. И почему это все сбоку? Это все должно быть вот тут, в середине, а нижний литок должен быть вот так вот до сих пор. Это вот улей, самый удобный улей будет для пчеловодства. Этот литок надо убрать, можно на ее оставить, но здесь обязательно должен быть литок. Или он вот должен быть таким, или должен быть круглый. В центре этого улья, да? Конечно. А то куда? Вот представьте себе, пришла пчела, у нее обножка, она, значит, наполнена медом, то есть нектаром. Она, значит, стоит здесь, в очередь бегает, ищет, когда она сможет сюда попасть. Она сюда попала и пришла вверх рамки. А ей надо туда. Ее там ждут, внизу. Видите, какая вот ситуация? Вот такие ульи неудобны. Я почему так говорю, потому что у нас тоже были такие, то есть и сейчас есть, вот когда вот они сбоку, где-то какие-то маленькие литочки, это очень неудобно. У нас ульи вот на 16 рамок, на 12 рамок, вот на 16 рамок у нас 3 вот таких вот больших дырочки есть, и здесь вот насквозь литок. И верхнее утепление не устраивает уже. Так, теперь, значит, это я просто, это я по улью. Это по улью. Теперь, значит, как вентиляцию зимой. Зимой, значит, надо... Что? Это же питание. В первую очередь это корма, чтобы пчелы могли переходить с рамочки, то есть с одной лодочки на другую, не проделывать же дырку тут. Вот здесь надо положить палочки. Такой спачек толщиной. Да, 2 речки, 2 палочки. Я просто беру любую ветку, хоть малину, хоть там что, пиво. И вот так вот складываем. И весной их выбрасываем. Тут, значит, под положком получается проход, и они свободно переходят с одной части в другую. Это очень удобно. А потом мы выбросим и все. Так, значит, вентиляцию открываем. На зиму открываем нижний литок, открываем этот литок. Но тут заградитель для мышей, как говорите вы, мыши. Сделайте там скобочки вот так вот, прибейте металлические. И все. Положок. Ну, он, конечно, у старых пчеловодов, они не все в прополисе, так же, как и у меня не на что, нету холстины. Должна быть холстинка или вот любая такая тряпочка, которая плотная. Но не сидец и не сидин, они потому что пригреют и все рвется. На зиму, вот, значит, так вот отгибаем положок, не меньше, вот так вот, и сверху подушечка. Подушка закрывает эту щель? Сколько утепления? Вот этого на зиму, вот этого достаточно. Подушка закрывает эту щель? Или так же Если открыта? 3 подушки запарить? А зачем их? Зачем? Вот на улице, на 40-й странице на улице написано, что в овсяниках хороших, есть обогреваемые даже, до 3 градуса держится. Хватает, да? Там не Этого просто хватает, достаточно. там написано в книге под одним толстиком. А на улице? Вот, ну, надо убирать. А на улице все равно, что и в этом, в обшарике, на улице. Здесь стенки тонкие, здесь, значит, вентиляция, а здесь вот 3 подушки. Какой смысл? И здесь подушка тоже положена, тоже Здесь, значит, вот так. Она не дышит. Вот я, у меня тоже вот есть такие утепления, одеяла режем. Вот, значит, вот это вот так вот. Ну, здесь надо, чтобы не вата была, а хорошая. Потому что эту вату там всю ее растеребят и растащат, и сами закрываются. Вот так вот. Открытым оставить? Открытым. Дверь уже утеплять можно. Вот, открытым все. Это, на нашу зимовку этого достаточно. И под снегом, и
Умшанник, да. Этого достаточно. Закрывать укрыли, да? Это закрывать. А я закрыл, неправильно туда я делал. Я вот только угол вот так вот отгибал, я вот так. Ну, это в зависимости от семьи. Да. Вот так угол отгибал, я это настроил. Можно угол отгибать, можно, если это маленькая семейка, достаточно. Вот. А если полная, Вот значит, есть сэндвич панели, а если такой вариант, допустим, заложить их так, Вытяжка. как вытяжка получится? Ну, Вообще технически это это я не знаю. Современное Это я Это не более знаю. современно. Что современное, я не знаю, это как Вытяжка. Вот это вытяжка, вот когда мы стоим здесь, и когда мы Такой продается сейчас. тепло. А будет зима, будет выходить влага, Влажная потом влага. тут застынет, и будет тут пробка. Вот тут что. Вот это пластмасса, да, Вот он будет современное. Главное просто в чем, когда Я почему так говорю, потому что даже вот это вытяжки в бомшанниках, маленькая вытяжка, если ее не прочищать, то она, значит, закурживает и закрывается. Не снегом, а вот этой вот влагой, которая, значит, выходит, а потом она там настывает. Да. Ну то, что если очень сильно температура опускается, холод тоже высушивает как бы воздух, влажность Это вот меньше. если опустится, если то, а надо делать так, чтобы это как на каждый день. В прошлом году, 14 сентября, смотрели ролик небольшой, на 10 минут, на 13 минут где-то, пчелы без улья. Там просто как табуретка, рамки наставлены, и просто не для того, чтобы вот всем вы так применяете, это просто возможности пчел показали. Минус 17, да, там? Нет, до минус 14 доходили, там это по бокам у рамочки ледок показывал, образуется. Но дело в том, что они перезимовали, вот немножко дослушайте, перезимовали, у них литровая банка и пол-литровая, и он еще не утрамбовывал. Я даже слегка придавил, где-то 270 грамм получается в литровой ведерке этом. И общее 330 грамм, это шестая часть примерно 2-килограммового получается улья, шестая часть всего отход. У меня то, что вот я наутеплял, в прошлом году Там очень много зимовка пошла. Разные причины. Самое интересное, мыши не тронули, там на улице стояли, не разворовали их, тоже такой, эта табуретка слегка вот щитки только приварены были. Тут щели по углам, ветер сильный, щитки уронит, он подойдет, поставит снова. Ролик очень интересный, так наглядно посмотрели. закрываете это когда от этого? Это вот сейчас будем заносить. Все, значит, Нет, весной, когда выносим, сразу начинаем смотреть, да, вот вынесли ульи, ну как вот, выносите из обшанника. перед выставкой уже Или из-под снега вы выдернули. Начинается облет. Смотрите каждый юник, кто как начинает облетываться. Кто когда. Ведь это вот облетывается, а это еще не